В первую очередь правила безопасности нужны для того, чтобы вы могли комфортно покупать что-то в сети интернет. То есть понятно, что у нас сейчас есть возможность удобно и быстро все оплачивать. Это здорово, замечательно, но мы должны минимизировать риски, при этом оставить должный уровень комфорта. Нужно понимать, кто может быть тот злоумышленник, который захочет получить наши активы. Как правило, активами у нас являются или деньги, или же какие-то наши персональные данные, которые мы бы не хотели разглашать. Здесь можно рассматривать ситуацию с двух сторон. Во-первых, это некоторые социальные взаимодействия, когда другой человек с нами выходит на связь или в виде чата, или в виде звонка. И второй вариант – это когда у нас есть некоторый недостаток в программном обеспечении, который злоумышленник использует, чтобы получить наши данные, получить доступ к нашим активам, например, денежным. Если мы говорим про недостаток программного обеспечения, значит, злоумышленник в принципе может предустановить на наш компьютер или телефон некоторое программное обеспечение, которое будет собирать, например, все, что мы вводим с клавиатуры Keylogger, и увидит номер нашей карточки, код, дату выпуска и тем самым сможет в дальнейшем это как-то использовать. Чтобы минимизировать риск этого, естественно, нам нужно соблюдать базовую гигиену, то есть не нужно устанавливать программные продукты со сторонних непонятных ресурсов, в виде а-ля там торрент или какие-то сломанные программы. Использовать антивирус, который минимизирует эти риски. Если мы говорим с точки зрения какого-то социального фактора, то есть когда с нами вступает в взаимодействие некоторый злоумышленник, здесь нужно понять, что, как правило, злоумышленник давит на какие-то слабые места. Это страх или же получение быстрой выгоды. Нужно просто оставаться трезвым и не совершать какие-то опрометчивые поступки. С точки зрения снижения рисков можно предложить иметь виртуальную карту. Наверняка у всех есть банкинг, то есть у вас есть, например, зарплатная карта. Вы создаете бесплатно абсолютно виртуальную карту в этом же банке. И, собственно, эту карту спокойно можно привязывать ко всем магазинам и с нее проводить оплату. С точки зрения магазинов, я посоветую выбирать, опять же, магазины с большой десятки. Это всем известные маркетплейсы, которые вы все знаете, и другие крупные магазины, которые федеральные сети, которые вы знаете. С точки зрения борьбы с сайтами, которые могут выдавать себе другие сайты. Созвучные домены, прямо один в один, не пропускают систему защиты, поэтому злоумышленнику, скорее всего, придется создавать домен, который не очень похож на тот домен, который оригинальный. Поэтому, чтобы вы на него перешли, он должен вам дать какой-то стимул. Как правило, это какая-то рассылка, вам приходит письмо, что, например, поздравляем, мы начислили вам 2000 бонусов. То есть, если вам пришло сообщение в мессенджере, на почту, в смс-ке, где нужно перейти по какой-то чужой ссылке, и после этого нужно вводить логин и пароль, лучше этого не сделать. Лучше открыть заново вкладку, в ней ввести ссылку того магазина, куда вы хотите зайти, самостоятельно, то есть ввести адрес магазина, или же через поисковую систему перейти на этот магазин, и уже там авторизоваться. И можно, например, в чате магазина спросить, а проходит ли действительно такая акция? Мне пришла такая-то ссылка, верна она или нет. Потому что злоумышленник действительно может получить данные вашей учетной записи и в дальнейшем какие-то действия нехорошие с ней совершить. Понятно, что площадки по размещению таких объявлений внедряют различные функции, которые позволяют нам более безопасно что-то покупать. Например, у того же Авито есть функция доставки, гарантированной доставки, когда вы покупаете что-то, Авито вам доставляет товар, деньги ваши замораживаются, вам приходит товар, вы его смотрите, если визуально он вам нравится, вы в Авито говорите, да, все окей, товар забираю, товар получаете, деньги переводятся продавцу. Любому человеку, который хочет у вас, например, что-то купить, если вы что-то продаете, ему будет достаточно вашего номера карточки, номера телефона, чтобы вам деньги перечислить. Изначально двухфакторная аутентификация придумана для того, чтобы подтверждать личность. Понятно, что у нас есть логин и пароль, а многие пользователи используют довольно слабые пароли. И для того, чтобы минимизировать ущерб от различного рода мошенничества, придумали второй фактор. Это очень удобный способ, используют и смс-ку, и в приложениях может приходить, можно устанавливать специализированные приложения для двухфакторной аутентификации. Это отличный метод защиты, который на сегодня очень хорошо работает, и каких-то аналогов пока, наверное, ему предложить сложно. Хотя, конечно же, компании работают над защитой пользователей. Поверьте, что даже если
вам не помогла двухфакторная аутентификация, возможно, компания сможет как-то выявить какой-то недобросовестный вход и самостоятельно предотвратить какую-то махинацию с вашими средствами, в том числе, если это банковская структура, у них там свои стандарты банковские. И в этом плане все очень серьезно, ваши активы очень серьезно защищены. А с точки зрения паролей, я бы рекомендовал использовать фразовые пароли, тогда у вас будет очень сложный пароль, который вы легко запомните. У нас память, она запоминает, условно говоря, 3-4 объекта. Если вы используете пароль пасечник стриг овечку, то есть он будет очень длинным, вы запомните одну фразу пасечник стриг овечку, добавите туда какие-то символы, цифры, например, какой-то цифровой знак, и добавить еще спецсимвол. Итого у нас получается для памяти это всего 3 объекта, которые у вас легко запомнятся. Вам не нужно запоминать какие-то сложные, длинные, непонятные символы. У вас есть фраза, вы ее запомнили, и довольно сложный пароль, который маловероятно можно будет подобрать. Здесь, естественно, фразы с вами связаны быть не должны. Если это сайты всем знакомые, такие как Авито, Яндекс.Маркет, Озон и прочие, Wildberries, прочие маркетплейсы, то понятно, что персональные данные можно туда указывать, если вы согласны с соглашением, тем соглашением, которое сайты вводят, о том, как они будут использовать ваши персональные данные. А с точки зрения вашей карточки, естественно, должна быть виртуальная карточка, ни в коем случае не своя зарплатная. Ну и нужно понимать, что все данные, которые вы загрузили в сеть, они в любом случае там остаются. Так или иначе может произойти какая-то утечка непредвиденная. Поэтому если есть какие-то чувствительные данные, которые вы не хотели, чтобы кто-то видел, то их желательно хранить локально у себя и не загружать в сеть. На примере сайта Авито мы уже авторизовались на сайте с помощью двухфакторной аутентификации. И теперь рассматриваем один из товаров. Это тюбинг-ватрушка.бу. Здесь мы сразу видим, что есть возможность купить с доставкой. То есть при покупке с доставкой от Авито, Авито гарантирует, что мы после того, как посмотрим товар, если он нас не устроит, мы можем его вернуть. Если он нас устроил, деньги перечисляются продавцу. До этого момента продавец деньги не получит. Мы видим, что всего лишь за 44 рубля мы сможем это сделать. Также есть возможность внутреннего общения в чате на Авито. То есть вся ваша переписка, она остается внутри Авито, и если что, она может быть использована для какого-то арбитража и понимания того, то есть кто виноват в том или ином споре. Естественно, есть система рейтинга. Вы можете посмотреть, кто писал об этом пользователе, то есть пользователь мог что-то продавать. Мы видим отзывы. Естественно, смотреть на список товаров, которые продает пользователь. То есть можем посмотреть, Елена у нас продавала аж 24 товара. Увидим, что товары довольно разношерстные, то есть явно человек продает что-то из того, чем он пользуется, потому что очень разный набор товаров. Иногда нужно что-то приобрести через интернет. Сейчас такое время. Нужно зайти, например, я хочу что-то купить, товар какой-то на Авито. Я еще пока на нем не зарегистрирована. Захожу в поисковую строку, набираю Авито. И если вдруг на сайте какие-то там бывают запросы, что перейти туда, перейти в другую, то обязательно нельзя этого делать. Смотрю надежность сайта, чтобы был обязательно замочек. Другой сайт есть там HTTPS, чтобы было MQS. И приступаю к регистрации. Обязательно должна быть двухфакторная надежность. Обязательно должно прийти на телефон подтверждение. СМС-ка. СМС-ку подтверждаю. Выбираю товар. Есть рейтинг у всех продавцов. Захожу, смотрю по звездочкам, читаю отзывы. И потом выбираю товар уже, покупаю.